соглашения. В беседах с премьер-министром Израиля, королем Саудовской Аравии и лидером Объединенных Арабских Эмиратов он подчеркнул, что соглашение поможет предотвратить появление у Тегерана ядерной бомбы, и США продолжат сотрудничество с союзниками для укрепления региональной безопасности. Кроме того, президент Обама похвалил Россию в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Он признал, что без вклада Москвы этой договоренности не было бы, при этом отметив, что не был уверен в продолжении сотрудничества по иранскому вопросу в свете разногласий по поводу Украины. По его мнению, теперь открылись более широкие возможности для сотрудничества США и России по Сирии. Вероятно, считает президент Обама, в Кремле осознали, что режим Асада теряет контроль над страной, и возможность переворота или разгрома режима становится все более реальной. Перспектива отмены международных санкций против Ирана в результате ядерного соглашения немедленно сказалась на сырьевом рынке. Сразу же после объявления о договоре мировые цены на нефть марки Brent упали на 2%, до $56 за баррель. И хотя к окончанию торгов ситуация несколько выправилась, эксперты предсказывают дальнейшее удешевление энергоносителей из-за скорого возвращения Ирана на мировой рынок. Как все это может повлиять на мировую экономику, рассказывает Вадим Оленичев. Активное участие Ирана в мировой торговле энергоносителями может резко сдвинуть существующий сегодня баланс, говорят специалисты. На Исламскую республику приходится около 10% всех мировых залежей нефти. Это значит, что Иран, долгое время лишенный притока крупных средств от продажи энергоносителей, теперь будет согласен на любые экспортные расценки. А это может обрушить мировой рынок. При этом он и так уже перенасыщен сырьем, и такие организации, как ОПЕК, недовольны невыгодным для них снижением цен на нефть. Другие страны региона, в первую очередь Саудовская Аравия, последние годы понемногу наращивали свои энергопоставки. Поэтому они сделают все, чтобы Иран извлек от снятия санкций минимум выгоды. Так что если к 2016 году санкции будут отменены, и Иран начнет производить и поставлять на рынок сырье в полном объеме, следует ожидать ценовой войны. В этой связи арабские страны, прежде всего Ирак и Саудовская Аравия, хотели бы привлечь к процессу Россию. Москва имеет влияние на Тегеран. Россия, как крупный поставщик нефти и газа, безусловно, извлекла некоторую выгоду от санкций против Ирана. Но эти два государства еще и партнеры в области ядерной энергетики. Российская корпорация «Росатом» уже давно помогает иранцам со строительством и запуском реакторов на атомной электростанции в Бушере. Кроме того, их лидеров объединяет нежелание признавать лидирующую роль США в мире. Мне кажется, Россия будет продолжать вести бизнес с Ираном, независимо от дальнейшей судьбы санкций против него. Возможно, что конкуренция между ними повысится, когда Иран увеличит экспорт нефти. Но сейчас, я думаю, Россия не рассматривает иранцев как основных конкурентов, как в нефтяной, так и в газовой сфере. Основной рынок сбыта для России — это Европа, куда Иран широкого доступа пока не имеет. А вот в области участия российских компаний в развитии иранской энергетики я вижу у них общие интересы и потенциал для роста. Так или иначе, эксперты не склонны считать, что мировые расценки на нефть превысят $60 за баррель. Гораздо важнее для глобальной экономики, говорят они, будет теперь ситуация с природным газом. Здесь потенциал у Ирана огромный, однако скорой его реализации ожидать не следует. Иран занимает 4-е место в мире по запасам нефти и 1-е по запасам природного газа. Но общее мнение экспертов таково: даже если санкции будут ослаблены, технические и финансовые возможности страны не позволяют ей сразу выйти на мировой уровень. На ближайшие годы иранским властям придется довольствоваться ролью хоть и важного, но регионального игрока. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.